На аппетит юные жители села Нишабош не жалуются, ведь меню как в санатории. Да и налегать на горячее приходится, в группах прохладно. Садик с историей в четверть века уже прохудился со всех сторон. Пол холодный, сокон дует. В апреле прошлого года в селе провели народный сход. Тогда и решили, единственному дошкольному учреждению нужен ремонт в рамках проекта «Народный бюджет». Общая сумма 602 800. То есть на эти цели мы будем менять окна, утеплять детский сад, менять сантехнику, чтобы улучшить жизнь воспитателей, детей, родителей. В общем, как социально значимый объект села. Уже на спонсорские деньги восстановят вторую половину деревянного здания. Здесь надо капитально отремонтировать полы и стены, поменять крышу. Более 10 лет уже там закрыто, но у нас в селе рождаемость повышается, рождаемость. Мы ожидаем так-то, и нам очень необходим вот второй корпус, чтобы там была отдельная группа. Сегодня в садике работают две группы. Это более полусотни дошколят. Одно «но». Компания получается разного возраста. И воспитателям то и дело приходится искать каждому ребенку индивидуальный подход. Малышам требуется ласка. Они хотят поплакать, их надо выслушать. А с подготовительной группой уже надо рассказать о мире, о карте, обо всем на свете, чтобы они знали, расширенный круг знаний получили, чтобы идти в школу уже подготовленными. Конечно, работать очень сложно, но мы выходим из положения. Дети все ходят в садик довольные, никогда адаптация проходит быстро. В общем, мне кажется, они всегда довольны, и родители тоже. Новый квадратный метр – это не только дополнительная группа, но еще как минимум одно помещение, которое так необходимо дошколятам села Нишабош. Не хватает физкультурного зала и музыкального зала, то есть чтобы приглашать на утренники гостей и проводить, соответственно, музыкальные занятия и физкультурные занятия, чтобы с детьми мы все-таки могли заниматься под группам, а не в группе и общим количеством детей, где в группе находятся 4 возраста. Открыть обновленный детский сад планируют уже к сентябрю этого года. Подрядчику готовы помочь и сельчане. Местные мамы и папы, как никто другой, заинтересованы в хорошем результате столь долгожданного ремонта. Роман Истомин, Виктория Палкина, Иван Богомолов, телеканал Юрган, Ижемский район.